Салам, Сиримбечи вашла Калажар Каларам, Тадаун Индирдюжи, Ильдияр Александров. Всем привет! С вами передача «Говорим по-чувашски» и я ее ведущий Ильдияр Александров. Говорить по-чувашски – это не только о языке, но еще и о мировосприятии. Мы можем говорить на любом языке, но по-чувашски. Итак, а мы начинаем. Сегодня у нас в гостях 4 прекрасные дамы. Им предстоит сразиться между собой в знании чувашского языка и знании чувашской культуры. Давайте же познакомимся с ними. Мария Шагарова, телерадиоведущая, 26 лет, родилась в Батребском районе Чувашской республики, увлекается литературой. Наталья Новикова, парикмахер, 28 лет, родилась в Цивильском районе Чувашской республики, увлекается рукоделием и любит смотреть сериалы. Татьяна Андреева, художник-педагог, 20 лет, родилась в Канаше, хобби – рукоделие и живопись. Анна Анисимова, артистка балета, 26 лет. Родилась в Чебоксарах, увлекается танцами. Правила нашей телевикторины очень простые. У нас есть 5 вопросов, на которые существует 4 варианта ответов. У вас в руках находятся таблички от 1 до 4. Каждый из них соответствует какому-то определенному варианту. На обдумывание каждого вопроса мы выделяем 10 секунд. За первый вопрос вы получаете 1 балл, за второй 2, за третий 3 и так далее. У вас есть 2 помощника. Знания и удачи. Я желаю вам удачи. Итак, с правилами мы ознакомились, значит, теперь начинаем. Переходим к первому вопросу. Он касается непосредственно чувашского языка. В чувашском языке существует множество слов, имеющих значение «тайна», «секрет». Самое известное – «вортанлах». Но помимо него существует еще несколько вариантов. То слово, о котором мы сегодня с вами говорим, пришло к нам через арабский язык. Оно наиболее распространено среди чувашей Саратовской области. Слово, кстати, амоним. Подобное звучание мы можем услышать в названии реки или, допустим, жужжание ос. Какое это слово? Первый вариант – нухрат, второй – сыр, третий – энджа, четвертый – пыла. Маша, почему ты решила выбрать второй вариант ответа? На самом деле, в ответе ты уже озвучил, что это очень распространенное слово в Саратовской области. Когда проходил праздник День Республики, к нам ежечасно приезжали гости из разных регионов, и там есть очень уважаемый человек. Это Сергей Васильев, Сергей Иванович, если вы смотрите, мы передаем вам привет. И он сказал не только про это слово, и про другие слова. Это в их регионе произносится как диалектные слова. Наташа, ты почему решила выбрать второй вариант ответа? Ну, на самом деле я сомневалась, потому что в вариантах ответа есть два названия реки. Но все-таки ты обозначил, что жужжание пчел еще так же, поэтому по аналогии я выбрала второй ответ. Хорошо. Таня? У меня тоже примерно такая же логика возникла. Жужжащие пчелиные звуки скорее что-то с и «р» связанное. И еще то, что, может, созвучно было с Саратовской областью. Логика интересна. Хорошо. Аня? Честно говоря, никакое из этих слов, кроме «вортанлах», к слову «тайна» мне не подходило, но поскольку сказали, что это название реки, жужжание пчел, поэтому мне сложилась аналогия также. Поэтому я выбрала второй вариант. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Это действительно второй вариант ответа. «Сэр», подобное же слово существует и в татарском языке, они его произносят как «сэр». Итак, я вас поздравляю с первой победой, можете друг другу поаплодировать. Отлично. А мы теперь переходим ко второму вопросу. Второй вопрос связан с традиционной обрядовой жизнью чувашского народа. Для этого обряда выбирали младшего сына самого уважаемого человека на селе. Этот молодой человек должен был жениться на ней. Ее предстояло выкрасть, пока не заметят жители соседней деревни. Они все понимали, что она никогда не родит ему детей. Но этот парень до старости поддерживался обществом и пользовался огромным почетом. На ком он должен был жениться? Первый вариант ответа. На самой уважаемой старушке. На земле. На первой красавице из соседнего села. На девушке другой национальности. Аня, почему вы решили выбрать первый вариант ответа? Я долго сомневалась, но в вопросе было озвучено, что эта женщина никогда не родит ему ребенка. То есть красавица может родить, девушка другой национальности может родить, девушка соседнего села тоже может родить ребенка. Ну, наверное, старушка. Вот, Татьяна. Есть еще этот вариант, могут забеременеть и, в принципе, родить ребенка. Но первый, второй не может. Но
там еще было озвучено, что землю как выкрадешь. Не, ну можно, конечно, но целое село же не заберешь. Хорошо, хорошо. Наташа, ты выбрала второй вариант ответа. Можешь объяснить? Ну, вопрос связан с традицией чувашского народа, и, как мне кажется, это некая традиция, связанная с земледельчеством, либо, возможно, чтобы урожай был очень хороший. Поэтому, скорее всего, это земля, и поддерживали этого человека. Хорошо. Мария? На самом деле, мне тоже пришел ответ в вопросе, но я очень долго сомневалась. Наверное, мы все девушки, вы тоже знаете, в деревнях крадут цветы из других огородов, чтобы они прям очень хорошо росли и развивались. Вот. Только вот это у меня связано с землей, а все остальное с девушками, и я поэтому выбрала. Но я не уверена, что... Я тоже не уверена. Ну, землю Вот. красть, ну, не знаю. Хорошо, Жить давайте на посмотрим земле. правильный вариант ответа. Да, действительно, этот обряд называется щерварланы, когда земля переставала давать хорошие плоды, жители одного селения выбирали молодого парня и вместе с ним ехали за невестой в соседнее село. Они просто забирали с их полей землю в телегах, запрягали несколько телег, и эту землю потом разбрасывали по своей. Считалось, что таким образом земля станет снова плодородной. Хорошо, поздравляю, Маша и Наташа. Девочки. Итак, мы идем дальше. У нас третий вопрос. Третий вопрос мы посвятим мифологической картине мира чувашского народа. Согласно чувашской мифологии, мир состоит из 3 равноценных миров. Какой из них чуваши по имени не называют? Верхний, средний, нижний, квадратный. Хорошо, девушки, вы выбрали третий вариант ответа единогласно. Давайте начнем с Марии. Мария, почему ты решила выбрать третий вариант? Я не знаю, правильно или нет, но в голову приходит одно – Лештенджа. Хорошо, Наташа? Ну, название ада, Нижнего мира я у чуваши не встречала. Хорошо. Татьяна? Когда я делала карту чувашского мира, у меня есть такая работа художественная. И когда я произвечала, там тоже принято было не называть этот мир по имени и как-то не упоминать. Поэтому на голову сразу пошел третий вариант. Хорошо. Аня? Помогите! Серьезно. Хорошо. Ладно. Все. Если о других мирах у меня есть какое-то представление, то о нижнем у меня его нет. Давайте посмотрим правильный вариант ответа. Поздравляю, это действительно третий вариант ответа. Ну, согласно чувашской традиции, у нас верхний мир – это Щульди-Тенже, средний мир – Щут-Тенже, а нижний мир у нас не называют по названию, он называется Леш-Тенже. То есть его название не произносится действительно, потому что мир связан со злыми духами, а значит, лучше их не произносить. Четвертый вопрос мы посвятим чувашской традиционной музыке. Эта особенность чувашской традиционной музыки сближает ее с Китаем и с другими народами Востока. Есть 5 вариаций этой особенности. Несмотря на свое окружение, чуваши смогли эту отличительную черту сохранить, и она до сих пор доминирует в традиционной музыке. О чем идет речь? О диатонике, о пентатонике, о громкости исполнения и о жанрах народной музыки. Хорошо. Итак, давайте начнем обсуждение. Наташа, почему ты решила выбрать четвертый вариант ответа? Он мне понравился. Больше всего. Неплохо. Самый длинный ответ. Хорошо. Мария, почему второй? Все, наверное, знают прекрасную певицу, поэтессу Светлану Васильевну Азамат. Кто слушал ее передачи, абсолютно все запомнили. Пентатоника – это то, что на чем держится прям чувашская музыка. Пента означает 5. Вот кто слушал Светлану Васильевну, может смело ответить. Хорошо, Татьяна. Ну, просто я училась в музыкальной школе в Канаше, поэтому как-то оттуда еще помню отличие чувашской музыки от всех остальных.
народах или какое-то сходство. И пентатоника, ну, мне первое, что пришло в голову, даже до того, как назвали вариант ответа. Ну, ввиду моей профессии. Я даже не знаю, откуда у меня взялась эта информация. Вот. Да, чувашская музыка построена на пентатонике. И, например, слушая музыку других народов, да, можно слышать, ой, с нами схожи, да, очень. То есть перекликается. Вот такая у нас уникальность. Давайте посмотрим правильный вариант ответа. Девушки, я вас поздравляю, потому что это действительно пентатоника. Пентатоника – это лад чувашской народной музыки. То есть главная особенность, и она все еще у нас доминирует. Поэтому мы можем идти дальше. У нас 5-й вопрос. Заключительный вопрос мы посвятим выдающимся людям из Чуваш. Этот человек считается основоположником российского китаеведения. Он был священником и именно с миссией отправился в Китай. Сам родился в чувашской деревне, совсем недалеко от нашей столицы. Кто он? Николай Егоров, Никита Бичурин, Иван Адюков, Марфа Трубина. Хорошо. Единогласно выбрали второй вариант ответа. Давайте, девушки, объясняйте, почему, Маша? Никита Бичурин, когда училась в Чувашском госуниверситете, я писала реферат. Он на самом деле был ученым. Он с Китая на верблюде даже книжки перетаскивал. Вот такую информацию я нашла в библиотеке. Но мне кажется, я даже уверена, что правильный ответ Никита Бичурин, потому что он на самом деле, можно его назвать основоположником науки. Хорошо, Наташа? Никита Бичурин, востоковед. В Кугесях расположен музей, посвященный его деятельности, и ну, как творчеству, наверное, можно сказать. Татьяна? Бичурин, наверное, с детства изучают там на уроках даже в школе, поэтому тоже ответ кажется очевидным. Когда еще к Канаш, например, домой еду, каждый раз из Чебоксар мимо этого музея приезжаешь, каждый раз напоминание. А я училась в Кугесях, и, то есть, с самого школьного возраста музей Никита Бичурин, востоковед, и вот все в этом духе. Самый ценный вопрос. Итак, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Да, действительно, это Никита Бичурин. Ну, тут ничего не надо объяснять. Это действительно основоположник российского китаеведения. Итак, вы все получаете по 5 баллов. Можете поаплодировать еще раз. Итак, мы подведем итоги. Итак, борьба была нелегкой, потому что девушки очень правильно отвечали, но на все вопросы правильно ответила только Маша. Поэтому, Мария, мы тебя поздравляем. Спасибо, а я очень боялась. А с вами была передача «Чавашла Калажар». Ее ведущий Ильдияр Александров. Мы поздравляем победителя Марию Шагарову и говорим, что она действительно чавашла калажать. Давайте же стремиться быть самыми умными. До следующей встречи. Чаибер Юлар.